И слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Курманбаевой Аиде Маратовне. Пожалуйста. Уважаемые председательствующие, уважаемые судьи, позвольте представить позицию Министерства юстиции по представленному ходатайству Карабаева Тимура Эднановича о признании статей Уголовно-процессуального кодекса противоречащими Конституции. Относительно права потерпевшего на проведение процедуры заключения соглашения о признании вины. В вышеуказанных положениях статьи 486 Уголовно-процессуального кодекса, по мнению обращающейся стороны, не принимается во внимание, что потерпевший, которому в соответствии со статьей 40 Конституции Кыргызской Республики гарантируется такое же право на судебную защиту, как и подозреваемому, который может выразить несогласие на применение процедуры заключения соглашения о признании вины. Таким образом, потерпевший, являющийся участником уголовно-процессуального судопроизводства, ставится в дискриминирующее положение, что недопустимо в соответствии со статьей с частью 2 статьи 16 Конституции. Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии со статьей 492 Уголовно-процессуального кодекса соглашение о сотрудничестве может быть заключено по преступлениям, предусмотренным статьями 171, 202, 203 и так далее Уголовного кодекса. В этой связи по преступлениям, где пострадавшей стороной является государство, полагаем, что согласие потерпевшего не требуется. Относительно права несовершеннолетнего на применение процедуры заключения о признании вины. Согласно вышеуказанным нормам Уголовно-процессуального кодекса, право на применение процедуры заключения соглашения о признании вины и право на заключение процессуального соглашения о сотрудничестве не распространяется на несовершеннолетнего. Следует отметить, что уголовное судопроизводство в отношении ребенка, которым является лицо, не достигшее 18 лет, имеет ряд ограничений, связанных с возрастом данного лица. К примеру, статья 12 УПК гарантирует, что до судебного решения лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более 48 часов, а в отношении несовершеннолетнего лица не более 24 часов. Согласно статье 55 УПК, сотрудник уполномоченного госоргана по защите детей участвует в деле с момента фактического задержания несовершеннолетнего подозреваемого или с момента первого допроса несовершеннолетнего. Статья 99 УПК регулирует особенности порядка задержания несовершеннолетнего подозреваемого. При этом необходимость в особом отношении к несовершеннолетним была признана еще в 1924 году в Женевской декларации прав ребенка. И можно привести еще много международных документов и стандартов в отношении несовершеннолетних. Запрещение дискриминации четко определено и в Конвенции о правах ребенка. Согласно статье 4 Кодекса о детях Кыргызской Республики, защита прав и интересов детей основывается на следующих основных принципах: недопустимости дискриминации детей по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения и также по любым иным признакам, и обеспечение права ребенка на выражение своего мнения при принятии решений, касающихся его судьбы. В связи с чем полагаем, что нераспространение права на заключение процессуального соглашения, изложенное в пункте 1 части 3 статьи 487, в части 5 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса на несовершеннолетнего ввиду его возраста в данном случае направлено на защиту прав и интересов несовершеннолетнего с одной стороны. Вместе с тем считаем, что с другой стороны УПК не содержит меры обеспечения несовершеннолетних, находящихся в статусе подозреваемого или обвиняемого, поскольку они так же, как и взрослые люди, не могут воспользоваться таким правом, то есть заключить процессуальное соглашение, и, соответственно, не могут обеспечить себе снижение размера уголовного наказания. При этом в Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрен институт выведения несовершеннолетнего из системы уголовного правосудия, который может быть применен при наличии совокупности следующих обстоятельств: совершение им впервые менее тяжкого преступления, несовершеннолетний подозреваемый ранее не имел судимости, несовершеннолетний не участвовал в программе по выведению его из системы уголовного правосудия и медиации, и несовершеннолетний сознался в совершении преступления. Однако в случае, если несовершеннолетний не соответствует вышеуказанным условиям, то ему и не предоставляется в том числе и право заключения процессуального соглашения.
Таким образом, полагаем, что нераспространение права на заключение процессуального соглашения, изложенное в пункте 1 части 3 статьи 487, в части 5 статьи 492 ПК на несовершеннолетнего ввиду его возраста требует установления в Уголовно-процессуальном кодексе отдельных процедур для несовершеннолетнего. Исходя из изложенного, следует полагать, что части 3, 4 статьи 487, части 2, 3 статьи 488, части 1 статьи 489, части 3, 4 статьи 491 не противоречат части 2 статьи 16, части 3 статьи 31, частям 1 и 2 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики. И часть 5 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса не противоречит вышеуказанным частям статьи Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. У меня все. Спасибо.